Здравствуйте, в эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. С вами Елена Камалова. Сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. В школе номер 18 назрел скандал. В чем проблема? Это попыталась выяснить Эльмира Гайнудинова. Коммунальщики продолжают приводить город в порядок. Наша съемочная группа провела собственный рейд и проверила, как город справился с непогодой. Новый дом, новые проблемы. Что беспокоит жителей 34-го комплекса? Подробнее в материале Христины Балабановой. Проверить свои знания по татарскому языку мог каждый желающий. В Татарстане прошла акция «Татарща диктант». Подробнее об этом в материале Лилии Катиной. Длинные волосы и пирсинг стали поводом для психологического давления. В редакцию телеканала Челны ТВ обратилась одна из мам ученика школы номер 18 Нина Медведева. Стоит отметить, что челнинка награждена медалью республики «Материнская слава». Ее сын учится в 8 классе. На протяжении длительного времени сотрудники образовательного учреждения высказывают недовольство из-за необычного вида подростка, утверждает женщина. Мнение всех сторон выслушала съемочная группа телеканала Челны ТВ. Привет, сынок, как дела в школе? Нормально. Делают ли замечания? Да. Какие? Что волосы большие, собирать на пирсинги. Теперь эти вопросы Нина Медведева задает каждый раз, когда Валерия возвращается из школы. Многодетная мама, у нее 3 дочери и 2 сына, уверена, на ее ребенка психологически давит, вызывают на беседы с сотрудниками ПДН, при этом без уведомления родителей. А причина во внешнем виде. Руководство школы не устраивает то, что у парня длинные волосы, а также проколотый бровь, нос и ухо, уверена челнинка. По ее словам, ее сыном 2 раза вызывали на профилактику. Обзывают там волосатики, там какой-то завуч обещал юбку подарить. Я решил отращивать, просто понравилось. На учебе это не сказывается, но учителя и директор считают обратное. То, что из-за волос мы не слышим, то, что они мешают нашей учебе. Сам директор Наиль Загидулович детей обзывает волосатиками, что не случись в школу, во всем виноваты наши волосатики. Вот. Давит психологически и морально на детей, у которых уже нет желания учиться в этой школе. Но я бы хотела пойти на компромисс, чтобы моему ребенку дали спокойно доучиться 1,5 года, у него 8 класс. И психологически на моего ребенка никак не давили. Кстати, длинные волосы не только у Валерия, такая же прическа у многих его одноклассников. И по словам Нины Медведевой, за это в школе их называют волосатиками. А между тем, это недопустимо, считает клинический психолог. Это абсолютно недопустимый тип обращения, потому что дети ходят в школу в первую очередь обучаться, во вторую очередь развивать свою личность, но никак не получать какой-то негатив по поводу своей внешности. Об этом говорит и юрист. По словам Ильдара Сафина, школа имеет право требовать форму, но при условии, что есть согласованный рекомендательный локальный акт. Но он не должен противоречить закону об образовании. Тем временем там ничего не говорится про внешний вид. Соответственно, не регулируется цвет, длина волос и наличие пирсингов. Незаконным является моральное давление, недопуск на занятия и отчисления. Педагоги вправе не допустить ученика к своему предмету, если там браслеты, длинные ногти, либо пирсинг могут нанести вред его здоровью. Что касается физической культуры, труда, это естественно. Ну, например, какие-то предметы, где есть мероприятия состязательного характера. Или, например, предметы химии, биологии, где, например, длинные волосы, либо пирсинги и застежки могут зацепиться за какой-то там предмет или работа с огнем и так далее. Длинные волосы, пирсинги, татуировки – все это считается модным у современных подростков, но не во всех школах готовы смириться с внешним видом учеников. Поэтому психологи советуют родителям постараться найти компромисс с руководством образовательного учреждения. Но в школе номер 18 уверяют, претензий к внешнему виду учеников у них нет. Все только на уровне рекомендации. Всех детей на занятия допускают. На заседание Совета профилактики приглашают только в том случае, если есть вопросы по учебе или поведению. Было заседание Совета профилактики, куда мы пригласили Валеру Медведева, в том числе и других ребят, которые имеют низкие оценки по итогам первой четверти и различные опоздания и пропуски без уважительных причин. Из-за каких-то пирсингов
длину волос мы на штаб не приглашаем. А также, по словам директора школы, родителям дают рекомендации по поводу того, как можно решить проблему, чтобы подтянуть успеваемость и отрегулировать посещаемость. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. Конфликт сотрудников школы и учеников уже не редкость. Мы решили провести опрос в наших социальных сетях, как они относятся к неординарному внешнему виду ребят. 50% опрошенных придерживаются мнения, что в школе волосы необходимо собирать, пирсинга быть не должно. 21% респондентов не видят в этом ничего плохого, ведь это имидж подростков. У 19% еще нет детей, поэтому этот вопрос их не интересует. А 10% все списывают на переходный возраст, и со временем это пройдет. Утро жителей 34-го комплекса началось с водных процедур. Напротив домов 3401 и 3402 образовались сразу несколько фонтанов. Вода била прямо на тротуар и моментально растеклась по микрорайону. На место выехала Христина Балабанова. Владельцы квартир в 34-м комплексе в случае продажи или сдачи недвижимости могут смело указывать в объявлении, что из окон их квартир открывается вид на фонтан. Сегодня такая возможность появилась у жильцов сразу двух многоэтажек – 3401 и 3402. А причина тому прорыв пожарного гидранта, из-за чего в 34-м комплексе образовались два фонтана. Кадры уже разлетелись в социальных сетях. Зима. Тут фонтаны у нас идут. Тут фонтан, вон все текет. И вон там еще далеко. Вода била на тротуар и растеклась на местной дороге. Жители 34-го комплекса отмечают, что данные поломки происходят уже не первый раз. Год живем, второй раз, наверное, точно. А быстро все чинят? Ну да, в течение дня. А часто такое происходит? Каждый день. Каждый день. Кошмар. Невозможно здесь есть. Бывает, что подвал топит. Сантехники бегают, да, туда. Надежда Рябова каждый день производит влажную уборку подъезда в доме 3401. По словам женщины, жильцы забивают канализацию различным мусором, что и становится причиной поломки труб. Дом новый, что вы хотите? 2 блока еще строится. Ну, возможно, еще некоторое время будет такое. Жильцы не все соблюдают чистоту. Мусоропровод забивают, естественно, и забивают канализацию. Это же от чего вода, прорыв? Забитая канализация. Вот забивают канализацию, ложат все подряд, памперсы, все прочее. На место происшествия выехала аварийная бригада Челны-водоканала. Поток воды удалось устранить в течение часа. А жильцы надеются, что больше такого не произойдет. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. В Набережных Челнах продолжается борьба с последствиями обильных снегопадов. Между тем, осадки не прекращаются. Многие горожане до работы добирались с трудом. Как оценивают состояние дорог сами челнинцы, узнала моя коллега Айзиля Шаймухаметова. Из-за снегопада обострилась ситуация на дорогах. Машины буксуют, пешеходы чуть ли не падают. За дорогами большими больше следят, чем за нашими, которые люди ходят. Шоферам все привилегии. А мы так. И ту зиму точно так же было. Нигде не чистилось, и сейчас так же. Гололед, есть гололед. Все скользит, буксует. Солью посыпано, но каша получилась. Ходить тяжело. А местами даже вот не посыпано. Стоит отметить, что некоторые горожане довольны работой дорожников. Утром шла в бассейн, еще лестницы были не почищены. А сейчас уже, пожалуйста, почищено, нормально, все спускаешься, все хорошо. Так что все нормально. Когда спускалась по лестнице, было не скользко, видимо, хорошо посыпают. В администрации города нам пояснили, что уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Сегодня на улицах города работает порядка 90 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном режиме. Дороги обрабатываются реагентами, убирается снег. Уборку на тротуарах, лестницах, остановочных павильонах ведут 90 дорожных рабочих. Ежедневно управляющими компаниями проверяется качество выполненных работ, а автомобилисты призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города. Айзиля Шаймухаметова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. Как получить жилье от государства и какие права есть у детей-сирот? На эти и другие вопросы приемных мам ответили эксперты. В Челнах прошел день всероссийской правовой помощи для замещающих семей и детей-сирот. Подробнее в материале нашей коллеги.
Мария Животкова – мама 5 детей, 2 из которых приемные. Сын и дочь уже 4 года живут в семье. Адаптация прошла отлично, уверяет женщина. Но за это время у нее накопилось немало юридических вопросов. Я пришла на это мероприятие, чтобы повысить свою правовую грамотность и чтобы получить консультацию специалистов, которые сегодня там выступают. Юрист мне нужен и специалист отдела судебных приставов. Центр содействия ежегодно проводит собрания, где рассматриваются вопросы прав детей, находящихся под опекой или попечительством. И на этот раз на встрече дети-сироты и приемные родители могут получить квалифицированную правовую помощь и повысить свой уровень правовой грамотности. Мы традиционно приглашаем специалистов различных организаций, государственных структур, такие как и Пенсионный фонд, и Центр материальной помощи, и судебных приставов, и нотариусов, и инспекторов по делам несовершеннолетних, специалистов органов опеки. После пленарной части каждый из участников смог получить индивидуальную консультацию. И самый часто задаваемый вопрос от детей-сирот и приемных родителей – жилищный. Напомним, дети-сироты по закону имеют право на получение квартиры от государства. Жилье предоставляется на условиях найма, изначально без возможности приватизации и продажи. Заявить о своем праве на жилье необходимо до достижения 23-летнего возраста и при отсутствии иной недвижимости в собственности. Кристина Балабанова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. 15 декабря. ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Остановить развитие близорукости у детей сегодня это реально. Опытные офтальмологи сети салонов «Оптики Регион» подберут вам очковые линзы «Стелласт», которые обеспечат не только четкое зрение вдаль, но и позволят контролировать прогрессирование миопии. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес – проспект Мусы Джалиля, 46Б, остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Син татарща Белесенме челнинцы приняли участие в ежегодной акции «Татарща диктант». Свои знания проверила и моя коллега Лилия Гатина. Она писала диктант вместе с работниками исполкома. На часах 11 часов Всемирный образовательный татарский диктант стартовал в стенах мэрии. Среди экзаменуемых сотрудники разных сфер деятельности. Так, замруководителя управления здравоохранения Айгуль Бурганова впервые пишет «Татарща диктант». Решила проверить свои знания, полученные в школе. Последний раз я писала диктант в 11 классе. Подготовиться не получилось, но переживания, конечно же, есть, как у обычного ученика. А Рамиль Халимов, замруководителя исполкома, в написании татарского диктанта чувствует себя как рыба в воде, принимает участие в акции ежегодно. Признается, такая проверка знаний закалывает, а это лучшая практика. Татарща диктант – это особо трепетное отношение к татарскому языку, народу и его истории. Конечно, все зависит от того, что если ты книги читаешь на татарском языке, разговариваешь. Текст несложный, хороший и смысловой, он очень хороший текст. В качестве ведущего диктанта выступила депутат городского совета Фирдуса Аюпова. У нее с татарским языком дружба длится с самого детства. Да и не зря ей выделили эту роль, читает очень проникновенно. В этом году избран текст выдающего прозаика Зульфата Хакимова. Текст очень интересный, со смыслом, поэтому, надеюсь, все поймут и напишут диктант на хорошо, на отлично. Эта акция не городского и даже не республиканского масштаба. Татарща диктант по традиции пишут по всему миру. Всего в мероприятии примут участие около 1 миллиона человек.
Наша съемочная группа решила также проверить свои знания и присоединиться к акции «Татарща диктант». Ну а результаты мы сможем узнать 27 декабря на сайте diktant.tatar. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. В городе стартовали мероприятия, посвященные Дню матери. Первое из них прошло в ДК «Энергетик». В рамках торжественного концерта 2 челнинки получили медали из рук мэра города. Что это за медали, расскажем прямо сейчас. Евгения Селезнева – многодетная мама. Она воспитывает 6 детей. В их семье растут 2 мальчика и 4 девочки. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций мэр города Наиль Магдеев вручил ей медаль Республики Татарстан «Материнская слава». Раньше было тяжело. Все-таки были маленькие. Сейчас они уже выросли, 5 школьников. И честно скажу, мне очень сейчас легко, потому что они уже друг другу помогают, мне помогают, друг друга контролируют. Так что быть многодетной мамой, мне кажется, сейчас на данный момент вообще не тяжело. Еще одной челнинкой, которая получила награду из рук мэра, стала Гульнара Чиганова. Она с мужем воспитывает 5 детей. Примером для нее всегда была бабушка, признается женщина. Большая ответственность на мне, потому что я пример для своих детей. Стараюсь воспитывать их в любви, в уважении. Закладываю семейные ценности, общие ценности, любовь к родине. О трудностях я не думаю. Также в рамках праздника 5 челнинским семьям, в которых родились двойняшки, тройняшки и близнецы, вручили сертификаты на материнский капитал. Приятным подарком стало выступление творческих и танцевальных коллективов города. Елена Камалова, Аделина Баталова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Также мэр города Наиль Магдеев поздравил с предстоящим Днем матери родственниц мобилизованных. Среди них 2 Татьяны Шелеповы. Одна из них – мама военнообязанного Алексея, а вторая – супруга. У них в гостях побывала и съемочная группа телеканала Челны ТВ. В преддверии Дня мамы, а в воскресенье ожидаемый и очень любимый праздник для всех, для нас. Спасибо. И для мужчин, и женщин тоже. Но вот мы решили приехать сегодня к вам. Спасибо. Вы мама настоящего героя. Да, вам цветы, детям игрушки. Поздравить с Днем матери Шлиповых приехал мэр Автограда Наиль Магдеев. Их семья большая и дружная. Вместе с мужем Татьяна Шелепова воспитала 2 сыновей – Андрея и Алексея. Младшего в конце сентября мобилизовали. Сейчас мужчина проходит обучение в танковом училище Казани. Чтобы возвращался живой и невредимым. А что еще можно в такой ситуации сказать? Ну, чтобы защищал нас. Он все пишет, что у него все хорошо, не переживайте. Он не жалуется, кормит их хорошо, занимается с ними каждый день. То на полигон, то на стрельбище ездит. У Алексея Шелепова не только маму зовут Татьяной, но и жену. По словам супруги, она была инициатором их знакомства. Он ей сразу понравился. А сейчас у них 2 детей – мальчик и девочка. Мы когда смотрели военные фильмы, я все время спрашивала, а вот если война, пойдешь? Он говорит, пойду. Я говорю, а как мы? Ну вот ради вас, говорит, и пойду. Никогда не думала, что на самом деле окажусь в такой ситуации, что он вот так вот уйдет. Гордимся папой, смелый, думаю. Будем ждать. Возвращение Алексея Шелепова также ждут старший брат и отец. Разговор шел про мобилизацию уже раньше, чем пришли повестки. Оба сына сказали, батя, мы прятаться не будем. Среди нас трусов нет. Когда получил брат повестку, я был уверен, что он мне тоже придет, и мы пойдем вместе. Потом хотел идти добровольцем, но братишка меня сам отговорил, пока, говорит, повестка не придет, пока подожди, говорит. Семья рассчитывает, что в скором времени все снова будут в сборе. И они обязательно отметят праздники вместе. И День матери тоже. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале.